противопожарный режим введен на территории Ленского района. Причина – устоявшаяся жаркая погода. Как привлечь инвестиции международных финансовых институтов в экономику региона? Сегодня в Якутске открыла свою работу выездная сессия Восточного экономического форума. О том, что уже обсудили, с места событий расскажет наш корреспондент. Вокруг света за 7 лет питерский бизнесмен поехал на велосипеде из бамбука в надежде попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Самолет-амфибия Б-200 прибудет сегодня в Якутию для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС России по региону. Напомню, за минувшие сутки в республике локализовано 9 из 25 лесных пожаров в Верхоянском, Ленском, Нюрбинском, Тампонском и Хангаласском районах. В тушении задействовано почти 800 человек из службы наземной охраны лесов, парашютисты, десантники, лесничие и спасатели. Также мобилизовано около 300 местных жителей. Как отмечает МЧС России по Якутии, лесопожарная обстановка остается сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода. При этом крупных пожаров в республике нет. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров, из них действующих 16, локализовано 9 пожаров. В тушение лесных пожаров привлечено всего 789 человек, задействовано 46 единиц техники. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда контролируется космическим мониторингом 133 зарегистрированных термоточек на общей площади 1 миллион 170 тысяч га. Продолжение темы. В связи с устоявшейся жаркой погодой особый противопожарный режим введен на территории Ленского района. На данный момент действует 2 лесных пожара в 73 километрах от Ленска и недалеко от поселка Вити. Отмечается, что они почти локализованы. Кроме этого, из-за пожаров в Иркутской области присутствует задымленность в Ленске и в поселках Витим и Пеледуй. МЧС рекомендует не выходить в лесные массивы во время сильного задымления. А за нарушение правил противопожарной безопасности могут назначить штраф. Если граждане или должностные лица, юридические лица, допустим, допускают нарушения в области пожарной безопасности в лесах, в связи с чего, там, допустим, происходит лесной пожар или возникновение лесного пожара, это влекет административное правонарушение. Смотря от ущерба, конечно, но административное наказание удваивается. То есть, если на гражданина был штраф в 2000 рублей, в особый противопожарный период, режимный период, 4000 рублей становится. И, соответственно, муниципальные власти имеют право при необходимости ввести запрет посещения лесов, могут поставить шлагбаумы на дорогах и запрещать гражданам посещать леса. 27 человек, в том числе 10 детей, отравились шаурмой в Чурапчинском районе Якутии. Все пострадавшие сейчас находятся в центральной районной больнице Чурапчинского района. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. В Минздраве Якутии уточнили, что пациенты с симптомами отравления поступали в ЦРБ с 26 июля. Комментировать данную ситуацию в Республиканском управлении Роспотребнадзора отказались. Чуть позже ждем информацию от районного отделения надзорного органа. Следите за ситуацией в следующих выпусках. Роспотребнадзор с сегодняшнего дня открыл горячую линию по вопросам качества плодоовощной продукции и срокам годности. В Якутии доступно 2 номера телефона. Это 44 61 58 и 35 62 72. Звонки принимаются территориальными отделениями управления Роспотребнадзора в Якутии. Консультация по вопросам качества овощей, фруктов и ягод продлится до 12 августа включительно. Как правильно и эффективно привлечь инвестиции международных финансовых институтов в экономику региона? Этот вопрос сегодня обсуждают представители правительства республики, международных финансовых организаций и бизнеса на выездной сессии Восточного экономического форума. С места событий на прямой связи наш корреспондент Иван Лазаренко. Иван, здравствуй. Что уже обсудили на сессии? Да, Ольга, действительно, в эти минуты заканчивается панельная дискуссия выездной сессии Восточного экономического форума. Участники, а это представители исполнительной власти и международных финансовых организаций, уже поделились своими видениями инвестирования и кредитования субъектов Дальневосточного региона. В рамках сегодняшнего мероприятия до конца рабочего дня участники выездной сессии будут работать на тему создания новых инструментов и преференций для
инвестирования международными финансовыми организациями регионов Дальнего Востока. По итогам этой работы будут выслушаны доклады модераторов рабочих групп и принята резолюция этого мероприятия. Открывая панельную дискуссию, председатель правительства республики Владимир Солодов отметил высокий инвестиционный потенциал нашей республики и обратил внимание на то, что главной задачей направлять инвестиции и кредиты международных финансовых организаций не только на инфраструктурные и промышленные проекты, но и на проекты, связанные с социальной деятельностью и социальной направленностью. Это, например, школьное образование или здравоохранение. По итогам работы ожидается подписание нескольких соглашений между нашей республикой и финансовыми организациями. Ольга, спасибо. Спасибо вам, Иван. А я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Иван Лазаренко. Якутскую жеребятину будут экспортировать на зарубежные рынки. Полуфабрикаты из этого вида мяса без добавок и консервантов пользуются спросом в Китае, Корее, Японии и не только. До 2024 года планируется поставлять в эти страны порядка 2 тонн мясопродуктов из Якутии. В ближайшее время с этой целью в республике будет создан перерабатывающий цех. На сегодняшний день мы проводим анализ рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Это таких стран, как Китай, Корея, Япония. Насколько они могут и в каком виде у нас покупать мясо жеребятины. И в связи с этим разрабатываем модельные проекты, в рамках которых у нас планируется строительство мясоперерабатывающего цеха в Республике Саха-Якутия. Цех будет готов перерабатывать оленину и жеребятину в объеме около 2000 тонн. И создаст, на наш взгляд, хорошую перспективу для того, чтобы крестьянское фермерское хозяйство, население активно занималось коневодством и оленеводством. В Алёкминском районе 158 памятников культурного наследия. 28 из них имеют статус федеральных. С целью мониторинга завершилась экспедиция под руководством руководителя Департамента по охране объектов культурного наследия Якутии, рассказывает Елена Фаст. В течение нескольких дней в Алёкминском районе работала экспедиция, цель которой проверить и зафиксировать объекты культурного наследия. Они были открыты начиная с 40-х годов, потом были все 60-е, 70-е, 80-е годы. Но в то время сохранились только описания памятников, где они расположены, а точных координат и, скажем так, фотографий нету. В районе большое количество значимых объектов регионального и федерального значения. Территория Алёкминского района богата очень объектами культурного наследия, памятниками. Их в районе 158. Это наибольшее количество памятников после города Якутска и Хангаласского улуса. С Хангаласского улуса чуть равное количество. Из них 28 памятников наивысшая категория, которую мы называем федерального значения. Каждая такая поездка уникальна. Она позволяет узнать много нового о истории своего края. Петр Дмитриевич говорит, что в 1941 году, летом, когда призвали на фронт, тянские мужики, призывники, плыли по Потоку и остановились на этом месте, конечно, все останавливаются, там такое место, сакральное место. И оставили химическим карандашом, видимо, на скалах надписи. Год рождения написано. Там был список раньше. Стерлось. Год рождения осталось. 1917 год. Достойный пример подал глава республики, финансируя восстановление одного из исторических памятников. Николай Афанасьевич уверен, продолжатели идеи есть. Проект «Сохраним памятники» найдет посыл, я уверен, по всей республике. И уже 2. Я озвучивать пока не буду, поскольку они выбирают объекты. Один руководитель высшего уровня и предприниматели сейчас выбирают объект. Мы им предложение дали, и в скором времени мы получим 2 отреставрированных объекта. В самом Алёкминске сейчас идут реставрационные работы на месте одного из копических домов. Это итоги работы администрации города, которая сумела привлечь федеральные средства. Таким образом, удастся воссоздать одну из страниц истории города и сохранить объекты. По итогам работы экспедиции были отмечены самые активные участники проекта. И это не последняя встреча, заверил Николай Афанасьевич. Елена Фаст, Алёкминск. В июне завершился съемочный процесс исторического художественного фильма режиссера Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». Сейчас картина находится на стадии постпродакшена. На данный момент идет монтажно-тонировочный период. Отмечу, съемки картины начались в 2017 году. За это время в массовке фильма приняли участие более 10 тысяч человек.
Кругосветка на велосипеде из бамбука. Бизнесмен из Петербурга отправился в путешествие длиной в 7 лет. Подробности узнаем у Максима Беспалова. Как только Константин Колотов достиг возраста Христа и ему исполнилось 33 года, он понял, что в жизни надо что-то менять. Бросил работу, обнял родителей и уехал в невероятное кругосветное путешествие. Но, конечно, была еще одна серьезная причина, по которой он решился на столь серьезный шаг. Реализатором поездки моей стал как раз развод, я развелся и в связи с этим решил, что нафига дальше здесь чем-то заниматься. Поеду, я посмотрю мир. Колотов пересек всю Европу, из Испании въехал в Марокко, проехал всю Африку, таким образом посетил уже 22 страны и останавливаться не собирается. Сейчас я нахожусь в Танзании под горой Килиманджаро, и буквально через неделю я поднимаюсь на вершину Килиманджаро. В Северной Африке я поднялся на гору Тупкаль. И в рамках своего путешествия я планирую, помимо прочего, подняться на все 7 вершин. Это еще одно условие грандиозного вояжа – покорить все 7 главных вершин мира. Времени в запасе предостаточно – 7 лет. Видимо, цифра 7 для Константина имеет особое значение. За это время путешественник хочет пройти марафон по Китайской стене, получить 4-е высшее образование, открыть бизнес в новой стране, ну и попасть в книгу рекордов Гиннесса, разумеется. Передвигается Колотов на бамбуковом велосипеде. Я хожу в ромашковых футболках, езжу на бамбуковых велосипедах просто потому, что хочу, чтобы жизнь была яркой, чтобы жизнь была наполнена такими красками. Нет, Константин далеко не вздорный миллиардер, который швыряет деньгами и просто наслаждается жизнью. Достаток у парня весьма скромный, и он ведет свой дневник путешествий в различных соцсетях. Зарабатывает таким образом немного, но подписчики поддерживают его изо всех сил. Даже когда вдруг показалось, что я заболел неделю назад малярией, никто особо, не то чтобы не переживал, все переживали, но продолжали поддерживать и говорили, что нельзя бросать путь, нужно продолжать показывать нам мир. По словам Кости, люди с самых разных стран мира помогают ему, дают еду, пускают переночевать и даже пожить столько, сколько он хочет. Из его друзей и знакомых никто не верил, что эту авантюрную затею он сможет воплотить, а он смог. То, о чем я в детстве мечтал, а то, о чем я читал в книжках, то, что хотел посмотреть, то и было для меня таким определяющим. Лимпопо, Занзибар, Непал, буддисты. Максим Беспалов, Анита Вагнер, Ксения Чернухина. Новости 360. Таковы были новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.